Я продолжаю писать карту дня на 13 октября, на четверг. Смотрим следующие 6 знаков зодиака, от весов и до рыбок. Если вы зашли на видео, а вам нужен, там, допустим, первые 6 знаков: Овен, Телец, Близнец, Рак, Лев или Дева, у меня есть первая часть этого видео. Ссылку я оставляю всегда внизу под видео в описании. Или еще как вариант вы можете оставлять в комментариях запрос. Пишите: мне нужна ссылочка на первую часть. Я вам обязательно оставлю, если вы не хотите искать. А мы смотрим дальше. Следующие 6 знаков. И у нас идут весы. 13 октября. Четверг. События дня. События дня для весов. Солнышко показывает, у вас будет хорошее настроение. Ну, день рождения может быть, да, то есть у вас же день рождения сейчас, если у кого-то выпадает, кто-то смотрит, я вас поздравляю. Якорь показывает, что вы можете где-то целый день, да, провести в одном месте, то есть заякориться и ничего не делать. Прибыль, поступления финансовые. Хорошие новости, поэтому и хорошее настроение, видите, рядышком. Змея нельзя. Подсвечник, надежда. На что-то надеетесь. Встреча. События в доме, видите, выпал. События, ваш день рождения. Так, любовь. Все хорошо в личной жизни может быть в этот день. Может быть, знакомство, если у вас еще нет второй половинки. Подарок нельзя. И здесь нет. Получается, у вас хорошее настроение, хорошие новости. По якорю вы либо где-то, да, вот проведете много времени, либо еще, может быть, что-то доделаете, закончите. Поступление финансов, прибыль, надежды, встреча, событие какое-то, и все хорошо в личной жизни. Так что у вас тут одно событие лучше другого на четверг показывает. Благодарю за внимание и перехожу к Скорпионам. Так, Скорпионы, смотрим. 13 октября, четверг, события дня. Так, скорпиончики, смотрим. Змея сразу выпадает первая. Надо быть осторожными. Встретите какого-то человека, да, с длинным злым языком. Так, приглашение еще есть. Нерешенный вопрос. Цепь. Гости. Приглашение гостя. Кстати, иногда змея — это человек по году рождения змея. Да, то есть он несет для нас не опасность, а просто, ну, как бы описывая, да, змея, например, может быть там врачом. Прибыль.
Книга нельзя. Ожидание. Время. Подсказывает, по времени будете ждать. Да, не спешите, а наоборот долго ждать. Может быть, ждать гостей. Показывает какое-то событие, которое постоянно с вами повторяется каждый месяц. И это как-то связано со временем. Возможно, это событие происходит в определенное время. Еще и подарочек. Встречу нельзя. Надежду нельзя. И здесь нет. Получается, первое событие — это змея. Встреча с таким человеком. Не знаю, опасно он будет для вас, или это просто описывает мне, допустим, что в гостях будет, да, человек такой по внешности или по году рождения. Ну вот, вам будет виднее. В общем, змея. Дальше приглашение, гости, подарок. По делам будет нерешенный вопрос. Да, эти ножницы не выпали. То есть не получится решить. Как бы не хотелось, показывает, что, скорее всего, не получится. Есть прибыль, поступление, и еще будет ожидание в этот день. Ожидание, что-то затянется по времени, и какое-то событие, которое постоянно с вами повторяется. Вот, возможно, вы его будете ждать, и оно как-то там по времени затянется. Так что, скорпиончики, вот такая информация. Да, то есть много событий хороших, минус только получается вопрос, который не решится, и время. Следить за временем тоже надо будет в этот день. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к стрельцам. Смотрим, стрельцы. 13 октября. Покажите мне, пожалуйста, события для стрельцов. 13 октября. Четверг. Смотрим. Интересно, карты не слушались. Что это может значить? Сразу показывает, событие будет какое-то, которое повторяется постоянно с вами каждый месяц, может быть, даже где-то вот в этих числах. Колокольчик, пустые разговоры. Прибыль. Нерешенный вопрос, пустые разговоры, да, то есть вопрос не получается решить, поговорили, да, и ничего не решили. Хорошие новости. Ключ. Ключ очень хорошо. Ключ показывает, что все в ваших руках. Да, то есть при желании можно даже нерешенные вопросы решить. Ну, тут как-то, наверное, вы не сильно хотите, я так понимаю. Конфликт. Рыбу нельзя, потому что уже держит цепь. Здесь нет. Значит, получается, у вас в этот день событие, которое происходит каждый месяц с вами будет.
Будут пустые разговоры, поступление финансов, нерешенный вопрос, хорошие новости, ключ возможности и конфликт. Вот такие события. То есть получается у вас в принципе все хорошо, кроме нерешенного вопроса и конфликта. Конфликт можно избежать всегда при желании. Так что, стрельцы, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к козерогам. Козероги, 13 октября. События дня для козерогов. Четверг. Подарочек, первое событие. Конфликт. Новость хорошая. Подкова, удача на вашей стороне. Время, проблема со временем. Так, здесь нет. Получается, у вас 5 событий. Первое показывает, что вы можете получить подарок или будете дарить подарок. У вас удача вам будет сопутствовать, будут хорошие новости. Это из плюсов. Из минусов следите за временем, проблема и конфликт. Опять же, эти события могут быть связаны. Да? То есть вы куда-то опоздали, да, то есть человек ждал вас, ну и поругались, да, из-за этого. Ну, могут быть и не связаны. То есть минус идет конфликт и время. Опять же, и конфликт можно избежать, и проблема со временем тоже можно избежать при желании. Так что, козерожки, вот такая информация. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к водолеям. Тринадцатое октября. Четверг. События для водолеев. Разлука. Чемодан выпадает. Может быть, временное расставание с кем-то. Замочек. Откроется какая-то информация, тайна. Общение с детьми. Обман.
Возможно, вы узнаете, что вас обманывали, то есть откроется эта информация. Время. Может быть, время пришло этой Тане открыться. Ожидания нет. Показывает, что время – это проблема. Вам придется чего-то или кого-то ждать. Кстати, замок еще иногда проигрывается прямо, да, в лоб. Это не тайна, а замок. То есть вы приехали, закрыто, да, то есть вы ждете. Проблема со временем. Вас обманули, сказали, будет открыто, да, а тут закрыто. То есть вот так иногда тоже события могут, картинки показывают прямо в лоб, что будет происходить. Дорога, поездка. Может быть перекрыта дорога, например. Пробка. Череп нельзя. Любовь. Любовь нельзя, потому что карта зафиксирована. Здесь нет. Значит, получается, у вас в этот день может быть с кем-то разлука, расставание, ну, потому что дорога выпадает, да, то есть вы с чемоданом куда-то едете, поездка в этот день. Событие, связанное с детьми каким-то образом. Дальше обман, время, ожидание и замок, да, то есть какая-то преграда. Я думаю, что замок в вашем случае проигрывается как преграда, потому что замок создает вот это, да, состояние ожидания, не дает проехать и создает проблемы со временем. Так что, видите, тут для вас есть предупреждение, что вы были к этому готовы. Возможно, если надо приехать в определенное время, лучше выехать пораньше, потому что показывают, придется ждать. И все перепроверять, обман. Всю информацию, которая будет поступать, перепроверять. Благодарю вас за внимание и перехожу я дальше к рыбкам. Рыбки, 13 октября, четверг. Покажите мне, пожалуйста, информацию для рыбок. 13. Новость. Вы можете получить новость, может прийти в электронном виде. Якорь. Часто показывают, что мы что-то заканчиваем, доделываем, доставим точку. Или якорь — это еще фиксация. Где-то надолго, да, фиксируемся, находимся в одном месте. Прибыль. Кровать нельзя. Бабочку нельзя. Шарики, хорошие новости. Общение с друзьями. Корабль нельзя. Ключ еще есть. Ключ — это возможности. Все в ваших руках показывает в этот день. Все у вас, видите, будет получаться, потому у вас тут никаких сложностей не выпало. Получается, будет информация, будет поступление, прибыль,
хорошие новости, общение с друзьями, возможности. И по якорю, возможно, даже получится что-то закончить, доделать. Якорь часто показывает точки, да, в каких-то вот глобальных вопросах, да, над которыми мы долго занимались. Так что вот такая у вас хорошая информация выпала на четверг. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.